В городах Республики Коми подходит к концу сезонная кампания по ремонту дорог и благоустройству территорий. Работы ведут как в рамках федеральных программ, так и на средства городских бюджетов. Так, в Ухте только на ремонт дорог в этом году потратят 78 миллионов рублей из местной казны. О том, что из запланированного уже сделано, расскажет Виктория Науменко. Раньше во дворе дома номер 5 по улице Дзержинского после дождя было просто не пройти, вспоминают жильцы. Лужи на разбитом дворовом проезде стояли такие, что приходилось ходить по отмостке дома под самой крышей. Люди с колясками, мы шли под мостком, каждый год ходили под мостком. А вы знаете, весной, когда идет оттепель, по крыше очень опасно. А с колясками мужики прыгали, а женщины с колясками вот ходили по этим лужам. Лидия Зыкова добивалась ремонта этой дороги с 2016 года, когда стала старше по дому. И дождалась, как и все ее соседи. Часто ходила через детскую площадку, а сейчас говорю, нет, я тут пройду. Пусть до мусорки я сделаю круг, но я здесь пройду. По новой отремонтированной дороге, да? Очень нравится, очень. Этот двор – один из 15 уже отремонтированных в Ухте этим летом в рамках программы формирования комфортной городской среды. Всего же в планах 22 территории общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. В рамках этой программы вовсю идет благоустройство тротуара по улице Октябрьской на Яриге. Это по комфортной среде, чтобы было понимание у людей, у всех. Это по комфортной среде. Это деньги федеральные, это деньги республиканские и это деньги местного бюджета. Вот эти 36 миллионов рублей, которые мы планируем на дворовой территории, это вот распределение вот таким образом. На сегодняшний день в Ухте завершена и большая часть запланированных ремонтов дорог. К примеру, полностью заменили участок покрытия от бассейна до Ледового дворца, на подъезде к спорткомплексу «Нефтяник» и кольце по улице Мира. Делали разделительную полосу по проспекту Ленина. А вот запланированную кольцевую развязку в конце проспекта отложили на следующий год. До конца сентября на очереди дорожные работы на набережной Газовиков, они стартуют уже завтра, и на участках по улице Заводской. А еще обещанные фонтаны возле городского дворца культуры. Сегодня-завтра у нас документация готова, мы выходим на аукцион. Эти оба фонтана в этом году перед Дворцом культуры появятся. Эскизы мы вам тоже покажем, для того, чтобы вы могли на рассмотрение граждан. И в следующем году один большой фонтан, но это уже без чаши, у нас появится на Комсомольской площади. Затянулись сроки с установкой детской площадки возле сквера Придунова. Ее обещали ухтинцам к юбилею республики. Как заверяет мэрия, 7 миллионов рублей на установку в бюджете заложены. И площадка примет малышей уже этой осенью. 30 августа определится подрядчик, который займется монтажом долгожданной для ухтинцев детской площадки. В течение 40 дней после заключения с ним договора на этом месте установят все запланированное оборудование. Детская площадка будет включать в себя 7 игровых модулей в виде домиков и машинок. Также подрядчик обязан доставить манеж, песочницу в виде грузовичка, несколько игровых комплексов и домиков, горок, качелей. Всего рядом со сквером Придунова появится 32 игровых объекта. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.